А в этом году чувашская самбо будет отмечать свой 55-й день рождения. Пандемия коронавируса внесла заметные изменения в планы подготовки и календарь соревнований самбистов. Как убедился наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин, желание побеждать подопечные профильной республиканской федерации не растеряли. За школой самбо Четра давно закрепился титул медальной кузницы спортивной Чувашии. Правда, свои коррективы внес карантин, связанный с пандемией коронавируса. Но, несмотря на закрытые двери, спортивная жизнь все же здесь идет. Двери спортивного комплекса пока по-прежнему закрыты, но воспитанники школы самбо все же стараются занятия по общей физической подготовке проводить поближе к родным стенам. Уже третий месяц карантина, и дома становится сложно заставлять себя тренироваться. Вот приехала на родной Четрский стадион, чтобы вдохнуть вот этого воздуха самбо, получить от этого драйва и идти вперед. Как правило, план занятий большим разнообразием не отличается. Бег по дорожкам стадиона, разогревающая разминка, а далее силовые и специальные упражнения с применением уличных тренажеров. Благо, в столице республики спортивные площадки сегодня оборудованы практически в каждом дворе. Ну а когда компанию на занятиях составляет коллега, а выполнение упражнений контролирует наставник, то процесс идет куда как веселей. Хочу сказать, что это не тренировка, а лишь консультация. Мы просто пользуемся сейчас послаблением, которое нам дали. И, конечно же, мы должны видеть своих подопечных, которые у нас уже подталкивать их, где-то настраивать, потому что у них уже начинаются старты. Через 2-3 месяца уже все, надеюсь, все вернется назад. Поэтому мы, так получается, консультируем их. Конечно же, для представителей единоборств не хватает самой борьбы, но здесь уже приходится следовать предписываемым мерам безопасности. Впрочем, до самбистов доходят и новости со знаком «плюс». Я узнала радостное известие, что в начале сентября в городе в Казани проводятся игры стран СНГ. Там включено самбо. Я в команде, и уже сегодня нужно готовиться к ним. Вячеслав Ильин, Вести Чувашия.